Старт чемпионата мира по футболу в Катаре оказался богат на неожиданные результаты. Особенно удивили Аргентина, проигравшая скромной Саудовской Аравии, и Германия, которая проваливает старт второго чемпионата мира подряд. На этот раз немцы умудрились проиграть сборной Японии. Но обо всем по порядку. Вы смотрите обзор ЧМ 2022 на turkmenportal.com. Меня зовут Георгий Асланян. Здравствуйте! Чемпионат мира в Катаре наконец-то начался. В матче открытия хозяева проиграли Эквадору. Дублем отметился полузащитник турецкого Фенербахче Эннер Валенсия. Это был первый случай, когда страна, принимающая чемпионат мира, проиграла в матче открытия. До матча прошла фантастическая церемония открытия турнира, на которой выступили Морган Фриман, Чонгук из корейской группы BTS и эмир Катара. Во второй день Мундиаля Англия крупно обыграла Иран. Команды на двоих забили 8 голов. В других встречах Нидерланды победили Сенегал, а Уэльс и США сыграли в ничью. Интересно, что во всех матчах судьи добавили слишком много времени каждому из таймов. В игре Англии и Ирана аж 14 минут к первому и 10 ко второму тайму. Первая сенсация чемпионата мира в Катаре произошла уже на третий день соревнований. Аргентина проиграла сборной Саудовской Аравии. В других матчах вторника обошлось без сюрпризов. Дания поделила очки с Тунисом. Роберт Левандовский не реализовал пенальти в матче Польши с Мексикой. А Франция разгромила сборную Австралии благодаря дублю 36-летнего Оливье Жиру. Вторая сенсация случилась уже в матче сборных Германии и Японии. Немцы впервые проиграли на старте двух чемпионатов мира подряд, а игроки сборной Японии после победы по традиции навели идеальный порядок в раздевалке и оставили там оригами. Испания в своем первом матче разгромила Коста-Рику, а ее полузащитник Гави стал самым молодым автором гола на чемпионатах мира. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному бразильцу Пеле и продержался целых 64 года. В других матчах дня Бельгия с минимальным счетом обыграла Канаду, а Хорватия и Марокко поделили очки. Закрывали первый тур чемпионата мира по футболу команды Криштиану Роналду и Неймара. Сборная Португалии стартовала с непростой победы над Ганой. Первый гол в матче с пенальти забил Криштиану Роналду, который стал первым в мире футболистом, отличившимся на 5 чемпионатах мира подряд. Их соперники по группе Уругвай и Республика Корея выдали очередную нулевую ничью на этом турнире. Более того, команды ни разу не пробили в створ, что также является рекордом. Швейцария одержала победу над Камеруном благодаря единственному голу, который забил Эмболо. Кстати, форвард Монако родился в Камеруне, поэтому не стал праздновать гол в ворота родной страны. В заключительном матче первого тура сборная Бразилии уверенно обыграла Сербию благодаря дублю Ришарлисона. Это были все итоги первого тура чемпионата мира в Катаре. Оставайтесь на связи, Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.